День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за всем, что происходит у нас в республике и за ее пределами. И сегодня, подводя итоги этой короткой рабочей недели, мы расскажем вам о самых главных ее событиях. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко. И вот о чем мы расскажем сегодня. Республика готовится к прохождению паводка и началу пожароопасного сезона. Мы считаем, что наиболее эффективным способом в прошлом году по притушению пожаров показало себя вызывание искусственных дождей. Эти полномочия сейчас полностью находятся в федеральном ведении. Первый слет добровольцев, который в дальнейшем должен стать традиционным и ежегодным, прошел в столице региона. Все когда-нибудь может пригодиться. Те, кто нам все это рассказали, они большие молодцы. Профессия или призвание. 12 мая отметили Международный день медицинской сестры. С детства мечтала стать вот именно медсестрой. Играла вот в больничке, делала уколы куклам, игрушкам. В Москве состоится премьера выпускного спектакля якутской группы Щепкинского театрального училища. 3 года и постоянной, не знаю, суеты какой-то просто выматывает тебя физически и эмоционально. У меня аж волосы посидели. Обо всем этом и не только смотрите в ближайший час. Президент России поручил подготовить указ о целевом показателе по сокращению площади лесных пожаров. По показателю можно будет оценивать как эффективность работы, так и конкретные результаты по сокращению площади лесных пожаров для каждого субъекта федерации и в целом по стране. Путин добавил, что это поможет в объективной оценке эффективности мер, принимаемых для охраны лесов от пожаров. Все необходимые решения для эффективной борьбы с лесными пожарами, я только что об этом сказал, в предыдущее время на федеральном уровне приняты. Так, в законодательстве детально прописаны полномочия, обязанности и ответственность как органов власти, так и арендаторов лесных угодий по борьбе с пожарами и по воспроизводству лесного фонда. Хотел бы еще раз подчеркнуть, все предложения субъектов федерации были поддержаны. Средства выделены, все условия созданы, чтобы кратно сократить площади возгорания, обеспечить их быстрое и эффективное тушение. Между тем, глава республики Айсен Николаев предложил внести дополнение в Лесной кодекс Российской Федерации для повышения эффективности борьбы с лесными пожарами. Профинансировать эти работы предполагается за счет субвенций федерального бюджета. Глава республики также попросил определить Якутию пилотным регионом в реализации этой меры как регион с наибольшей площадью лесов в зоне контроля. Кроме того, на базе региональной авиакомпании на средства республиканского бюджета ведется оборудование самолета Ан-26 устройством по искусственному вызыванию осадков. Глава Якутии подчеркнул, что оборудование разработано по заявке республики, и это будет первый подобный гражданский самолет-лаборатория, полностью оснащенный оборудованием российского производства. Я рад, что президент в целом поддержал все предложения, и федеральные министры, руководители, которые выступали в рамках обсуждения на данном совещании, тоже, в принципе, еще раз подтвердили президенту, что все эти предложения регионов, они носят под собой такую реальную почву, реальную основу, и если будет возможность, они должны быть поддержаны уже в виде определенных решений. Хочу еще про один нюанс рассказать. Мы считаем, что наиболее эффективным способом в прошлом году по притушению пожаров показало себя вызывание искусственных дождей. Эти полномочия сейчас полностью находятся в федеральном ведении, и этим могут заниматься только самолеты авиалесохраны федеральные, их на всю страну только 2. Вот. Мы сейчас в этом году первое, заключили договор с Росгидрометом, и нам такой самолет тоже здесь будет выделен в республике на аренду для того, чтобы мы вызывали дожди для тушения ландшафтных пожаров, ну и для нужд сельского хозяйства. Это мы сейчас имеем право такое, и мы уже хотим сказать, что такой самолет в республику прибудет уже до конца этой недели и начнет свою работу.
Тем временем в Якутск уже прибыл самолет-зондировщик Як-42Д. В течение мая-июня самолет будет работать над искусственным вызыванием осадков для увлажнения почвы и лесов в качестве профилактики лесных пожаров. Подробнее о возможностях уникального самолета расскажет Александр Хавренко. В Якутию прибыл уникальный самолет. Это даже не самолет, это целая лаборатория с крыльями. Эта лаборатория может осуществлять широчайший спектр задач, но нашу республику в первую очередь, конечно, интересует искусственное вызывание осадков, которые так необходимы в период начинающихся лесных пожаров. Самолеты-зондировщики для искусственного вызывания осадков привлекались в Якутию и раньше, но в этом году случай уникальный. Впервые в практике работы таких самолетов они будут не тушить пожары, а проводить профилактические работы, предварительно увлажняя почву и леса Якутии. Получив благоприятный прогноз, мы ставим в план самолет именно на те районы, где именно будут развиваться вот эти облака. После прохождения плана мы вылетаем в тот район и начинаем мониторить, исследовать эти облака на предмет их пригодности. Как только, так сказать, мы видим, что облака пригодны, мы производим, значит, воздействие на эти облака для того, чтобы, так сказать, осадки, значит, были увеличены, либо вызваны, либо увеличены. За всю историю в Якутии не проводились исследования атмосферных процессов. И раз уж в республику прибыла целая крылатая лаборатория, то не использовать ее в научных целях было бы просто нецелесообразно. Работать будут все приборы. У нас, значит, здесь достаточно, вы видели, достаточно, значит, комплексов. Порядка до сотни приборов. Ну, это, значит, каждый комплекс он состоит из большого количества приборов, которые объединены вот в этот аппаратно-программный, значит, комплексы. И каждый, так сказать, комплекс, он отвечает за определенный вид измерения. Мы измеряем очень широкий, значит, спектр величин и параметров, начиная от термодинамики, термодинамические процессы, которые проходят в атмосфере, до тех микрофизических процессов, которые в облаках проходят. Также к работам самолета-зондировщика будут привлечены и местные специалисты. Ведь уже в этом году в республике появится собственный борт для искусственного вызывания осадков. Такое решение было принято главой региона Айсеном Николаевым по итогам пожароопасного сезона прошлого года. Полярные авиалинии, наша региональная авиакомпания, уже заключила договора на проект и на установку оборудования с партнерами с гидрометслужбы. В частности, федеральным государственным бюджетным учреждением, центральным аэрологическим обсерваторией, которая участвовала в нашем контракте и выиграла этот контракт в сумме 79 миллионов рублей на 132 часа работы. Ошибочно полагать, что самолеты с установками для искусственного вызывания дождей нужны только в пожароопасный период. Эти технологии могут широко использоваться и в сельском хозяйстве, и в случае обмеления рек, и в целях наполнения водохранилищ. На сегодняшний день в России лишь 3 самолета с установками для искусственного создания осадков. Еще 3 находятся на стадии комплектации, и один из них будет постоянно базироваться и работать в Якутии. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Якутск. Перейдем к еще одной сезонной теме. 14 человек эвакуировали в якутском селе Ерт Шалагонского наслега в горном районе из-за паводка. Уровень воды на речке Хаар-Балаган составляет 322 сантиметра при критической отметке 273. Талые воды заблокировали дорогу к маслоцеху. 2 социальных объекта, это спортзал и котельная, полностью окружены водой. Котельная при этом остановила свою работу. В зоне затопления находятся 4 двухквартирных дома по улице Чаранская и Степанова. Также вода прорвала на одном месте дамбу автодороги Ерт-Дикимдя в черте поселка. Пункт временного содержания подготовлен в здании администрации наслега. Рабочая комиссия во главе с председателем Госкома БЖ Якутии Дмитрием Лепчиковым выехала в село Ерт для изучения обстановки и оценки ситуации. Тем временем на реке Олени нижняя кромка ледохода наблюдается у села Дельгей Алекминского района. У села Немача накануне начался ледоход, что на сутки раньше средних многолетних дат. Уровни воды при вскрытии ниже нормы. На участке Алекминск-Солянка отмечаются подвижки льда. В ближайшие сутки там ожидается ледоход. 14-15 мая на участке Хатынг-Тумул-Санехтат начнутся подвижки льда. Ниже по течению реки продолжается повышение уровней воды, закрайной вода на льду. В соответствии с прогнозом Якутского управления гидрометеослужбы вскрытие реки на участке Табага-Якутск-Кангалас ожидается 16-18 мая.
Ну а навигацию на реке Лени в Якутии планируют открыть уже 16 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса региона. В соответствии с распоряжением Росморречфлота открытие судоходной обстановки на реке Лени планируется на участке от Киринска до устья реки Витим 16 мая, от Витима до устья Алекмы 22 мая, от устья Алекмы до устья Алдана 25 мая. На реке Алдан суда начнут ходить по предварительным данным 23 мая. На реке Вилюй 26 мая. Между тем, столичный водоканал на 100% готов к паводковому периоду. Для этого на водоочистной станции в Якутске проведены точки биологической очистки. Там прочистили фильтры и отремонтировали насосы. Специалисты параллельно занимаются промывкой сетей канализации. Для обеспечения бесперебойного процесса водоочистки заблаговременно приобретены все реагенты, а речь идет о запасе на весь 2022 год. После ввода в городе новой водоочистной станции качество воды в Якутске заметно улучшилось, и во время паводка уже нет проблем с грязной водой. Расчетная мощность сооружений 110 тысяч кубометров воды в сутки, однако город сегодня использует половину от заданного расчета. Очищенная вода ежедневно проходит лабораторные испытания. На сегодняшний день вот заборные сооружения готовы на 100% к прохождению весеннего половодья и дальнейшую очистку. То есть мы провели ревизию всего насосного оборудования. Реагенты завезены все в полном объеме. Реагенты практически все у нас отечественные. Есть у нас один реагент не отечественный, но на весеннее половодье 3 фирмы заявились и будут работать в тестовом режиме, испытания будем делать. То есть переходить полностью на отечественный реагент. У нас несколько степеней очистки. То есть первая степень очистки – обеззараживание гипохлоритом натрия. Следом идет вторая степень очистки – коагуляция, потом флокуляция. Потом вода проходит непосредственно через уголь антрацит, кварцевый песок и кварцевый щебень. Далее уже вода проходит ультрафиолетовое обеззараживание. Потом уже подаем чистейшую воду в город. Мы продолжим сразу после короткой рекламы. Оставайтесь на нашем канале. Продолжаем программу. И в продолжении темы паводка и лесных пожаров. Сейчас погода в республике непредсказуема. И в эти дни мы проходим паводкоопасный сезон. На подходе пожароопасный. В прошлом году на тушение лесных пожаров вышли тысячи непрофессионалов. Людей, которым было просто не безразлично. Со временем спонтанно образовавшиеся добровольческие бригады переросли в общественные организации и объединения, которые сегодня известны далеко за пределами республики. Чтобы добровольческое движение росло и крепло, было принято решение организовать первый слет добровольцев, который в дальнейшем должен стать традиционным и ежегодным. На первом слете добровольцев в Якутии побывали и наши корреспонденты. Лесные пожары 2021 года показали, что специальные службы не всегда справляются со стихией. И тогда им на помощь приходят добровольцы. Чтобы эта помощь была более эффективной, в этом году в Якутске прошел первый слет добровольцев. Сама идея добровольчества, она такая очень серьезная. Мы же не только привлекаем добровольцев для тушения лесных пожаров, но эти же добровольцы, думаю, это смелые, умные, отважные ребята, обязательно отзовутся, если вдруг понадобится помощь при наводнениях или при других каких-то технологических каких-то катастрофах или там других чрезвычайных ситуациях. Как правильно развернуть пожарный рукав и подключить его к насосу, подающему воду? Как управлять бронзбойтом, как отличить вывих от перелома и правильно использовать пожарный ранец. Всем этим азам участников первого слета добровольцев обучили профессионалы, пожарные, бойцы Якутлесресурса, врачи медицины катастроф. Ведь подготовленный доброволец – это надежный товарищ и помощник, который в случае необходимости встанет плечом к плечу с профессионалами. Все когда-нибудь может пригодиться. Те, кто нам все это рассказали, они большие молодцы. Больше всего запомнилось, как нужно вести себя при пожаре и, конечно же, первая помощь. Ведь первую помощь нужно оказать не только на пожаре, но и, в принципе, в повседневной жизни. Власти региона высоко ценят работу добровольческих организаций и отмечают, что развитие движения добровольцев в Якутии в том числе является примером и для соседних регионов. Все участники первого слета были отмечены памятными знаками, а организаторам вручены благодарственные письма от правительства региона. Только в прошлом году
участвовавших в пожарах, вот, в тушении лесных пожаров было 26 тысяч человек вот, по республике. Ну, понятно, что там где-то 4 тысячи человек это были, наверное, профессионалы, да, которые тушили. Но вот 20 с лишним это были люди, которые не профессионалы, но в то же время не стояли на стороне, не критиковали, а именно вот своим делом доказали тушение лесных пожаров 2021 года. В этом году республика уделила особое внимание подготовке к пожароопасному сезону. И проведенный слет является одним из ключевых этапов этой подготовки. Александр Хавренко, Семен Семенов, Якутск. Тем временем вертолет Ми-8 вылетел на тушение 2 лесных пожаров в Мегино-Кангаласском и Амгинском районах Якутии. На 3-й очаг в Чурапчинском районе направлены силы наземных лесопожарных формирований. Всего на 14 мая в республике тушат 3 лесных пожара, 2 из них локализованы. Общая площадь, пройденная огнем, составляет более 20 гектаров. А в зоне контроля действует одно возгорание в Амгинском районе на общей площади 25 гектаров. На месте работают 29 лесопожарных. Минэкологии Якутии рекомендует жителям и гостям республики соблюдать требования пожарной безопасности в лесу. Тем временем в Якутии в самом разгаре сезон охоты на водоплавающих птиц. Инспекторы Комитета государственного экологического надзора каждодневно проводят контрольно-рейдовые мероприятия. Во время этого проверяются билеты разрешения на оружие, сверяются номера. Такие рейды носят также и профилактический характер. Большинство любителей охоты соблюдают закон. Благодаря проведенным рейдам и профилактическим беседам с охотниками по соблюдению правил охоты, пожарной безопасности в лесах и правил обращения с охотниками, охотничьим оружием во время коллективной охоты в пригороде столицы значительно сократилось число нарушителей правил охоты. Так, в основном нарушения у нас выявляется по 7-11 отсутствие разрешительных документов на территории общедоступных угодий или же использование электрических манков. Это у нас вообще запрещенная охота. Если у них есть грубые нарушения, нами изымается оружие огнестрельное и составляется протокол изъятия и передается управлению Росгвардии Республики Саха-Якутия. На сегодняшний день, 13 мая, нами изъято 4 охотничьих оружия и передано в управление Росгвардии Республики Саха-Якутия. В этот понедельник вся страна, как никогда, в едином порыве отметила 77-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Но в поселке Пеледу Еленского района праздником омрачил неприятный инцидент. Там обгорел мемориал воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Пожар возник из-за возгорания венков и цветов, которые возложили накануне, в День Победы. Огонь уничтожил все записи на стендах с именами воинов. Скульптура солдата повреждена частично. При изучении видеозаписи с камеры уличного наблюдения было установлено, что 10 мая у памятника без присмотра родителей играли дети. Они поджигали декоративные свечи, находившиеся у подножья. Из-за ветреной погоды огонь перешел на расположенные рядом искусственные венки и цветы, сообщили в пресс-службе МВД Якутии. Монумент был установлен в 1974 году и является памятником культурного наследия республиканского значения. Я, как коренной житель нашего поселка Пеледу и вообще Якутии, крайне возмущена и очень сильно огорчена фактом вандализма в отношении памятника павшим воинам Великой Отечественной войны. И считаю нужно неукоснительно разобраться в случившемся и принять меры, наказать виновных, провести беседы в семьях. В настоящее время ведется у нас проверка по данному факту. И предположительно, в зависимости от того сейчас, да, какие записи нам даст единая дежурная диспетчерская служба, да, в производстве дознания, это будет либо детская шалость с огнем установлена, да, лица предположительные, либо это поджог. Это будут результаты все даны после проведения пожарно-технических исследований. Ущерб от пожара также устанавливается. Для тушения пожара была привлечена государственная противопожарная служба в количестве 3 человек, и пожар был ликвидирован спустя 18 минут, 23 часа 44 минуты.
Торжества, посвященные Великой Победе, прошли во всех городах и поселках республики. Так, в Алекминске прошло и традиционное шествие бессмертного полка. В завершении церемонии к нашим коллегам подошла одна из участниц шествия с просьбой помочь найти корни ее деда Абдрахманова Галимзяна Раяновича, на котором известно лишь то, что он родом из Татарстана, прибыл в Алекминск в 16 лет вместе с сестренкой Катей, которой было 4 года. Номер телефона для связи вы видите на своих экранах. В этом году ко Дню Победы юные артисты детской театрализованной студии при Уснерском доме культуры работали над постановкой по повести Валентина Катаева «Сын полка». На спектакле побывали наши коллеги. Пожалуй, только в мае месяце мальчишкам можно пощеголять в солдатских гимнастерках. Это и парад в День Победы, почетный караул на площади, смотр песни из строя, а в этом году еще и спектакль. Военные темы мы несколько раз сыграли в спектакле. Мальчишки всегда с удовольствием откликаются, поэтому и взяли это произведение. Все мы помним повесть Валентина Катаева «Сын полка». И здесь, по мнению многих, режиссер угадала с выбором артиста. Саша Аюпов даже внешне соответствует образу Вани Солнцева. Тебе понравился герой, которого ты играл? Да. Очень сильно понравилось. А вообще страшно было на сцене? Нет. Нет? Самое главное не бояться, не стесняться. Все говорить. Интересно смотрелись и музыкальные вставки в исполнении группы ансамбля «Золотинка», сцена боя, и детей детского сада «Березка». Наш старший ребенок, который увлекся театральным искусством, наши отношения, я имею в виду родителей, сугубо положительны. Потому что это развивает человека, ребенка в том числе. Развивает и в плане общения, память, раскрепощение идет, то есть уже идет контакт с аудиторией. Потому что у многих людей все равно же есть определенная боязнь выступления, там, так называемая боязнь толпы, вот, преодоление. И человек просто, я считаю, что развивается во многих планах. Остается только пожелать ребятам дальнейших творческих успехов. Светлана Поцелуева, Павел Комин, Уснер. На Яхинском наследии Усть-Алданского района Якутии перезахоронили останки солдата Ивана Федоровича Сивцева, погибшего в 1943 году в боях на Курской дуге. Останки воина во время поисковых работ на территории Троснянского района Орловской области в ноябре прошлого года нашли члены благотворительного военно-патриотического фонда «Застава святого Ильи Муромца». Подробнее в сюжете далее. Красноармеец Сивцев Иван Федорович, 1908 года рождения. Место рождения – город Якутск, Якутская ССР. Служил в составе 1035-го стрелкового полка 280-й стрелковой дивизии. На сайте Министерства обороны можно проследить боевой путь солдата. Эти же данные записаны в красноармейской книжке солдата, пролежавшие ровно 78 лет в сырой земле и сохранившиеся чудом кусочки самых важных данных. Восстановить удалось только благодаря опытным специалистам в лабораторных условиях. Действительно, чудом сохранившиеся фрагменты красноармейской книжки позволили специалистам лаборатории «Солдатский медальон» прочитать эти записи. По базе данных Министерства обороны этот герой служил и воевал в 280-й стрелковой дивизии, которая как раз там на северном фасе и проводила боевые действия. В 1943 году прошла знаменитая битва на Курской дуге. Курская дуга после Сталинградской битвы – это фактически конечная точка в наступательных операциях фашистской Германии. С этих пор полностью вся стратегическая инициатива переходит на сторону Красной Армии. С этого пошло наступление наше на запад и вплоть до 1945 года.
С советской стороны оборону дуги держали более 1 300 000 советских солдат. Из них не менее 1000 якутян, в том числе и якутский солдат, советский воин Иван Федорович Сивцев. И спустя 80 лет останки якутского героя наконец-то обрели покой на его малой родине. Для родственников и всего Усть-Алданского района это огромное историческое событие. В 1941 году из района на фронт ушли 2347 молодых ребят, половина из которых, в том числе и Иван Сивцев, так и не увидели своих родных. Вот такой маленький листочек такой остался. И там имя, фамилия Сивцев Иван Федорович. И на основании этого листка, лоскутка листка, мы установили, что это наш земляк, наш родственник Сивцев Иван Федорович. И это, как знаковое событие, это как-то свыше знак. И он, наверное, очень хотел вернуться домой. Теперь дело за малым. В районе будет начата процедура признания могилы Ивана Сивцева воинским захоронением. Это специальный статус, которым наделяется могила воина, павшего в боях за родину. По республике Саха-Якутия на сегодня 46 таких воинских захоронений. Родственники Ивана Сивцева благодарят всех, кто причастен в этом благородном деле. Ульяна Шагина, Павел Пахомов, Аял Молокотин, Петр Аргунов, Якутск, Усть-Алданский улус. Мы обязательно продолжим сразу после короткой рекламы. Не переключайтесь. Мы продолжаем. Тревожные новости из Северной Кореи. С конца апреля неизвестная лихорадка стремительно распространилась по КНДР и поразила 350 000 человек. По меньшей мере 162 000 человек из них полностью выздоровели. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. По данным агентства, только 12 мая по всей стране было зарегистрировано около 18 000 случаев лихорадки. И сейчас более 187 000 человек изолированы и проходят лечение. 6 человек умерли. Один из них сдал положительный результат на подтип штамма омикрон. Быстрое распространение лихорадки с центром в столице свидетельствует о том, что в системе профилактики эпидемии есть слабые места, заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время своего визита в главный чрезвычайный штаб по предотвращению эпидемий. Тем временем в Алданском районе продолжается вакцинация и ревакцинация против COVID-19. В апреле началась иммунизация детей и подростков от 12 до 17 лет. Врачи рекомендуют родителям не отказываться от вакцинации. Осложнение, которое может привести инфекция, способен предупредить только иммунитет. В целом, обстановка по распространению коронавирусной инфекции характеризуется стойкой тенденцией к снижению заболеваемости. Подтверждаемые случаи единичные. В основном болезнь люди переносят в легкой форме. Ежедневно регистрируется 1-2 случая, как правило, это амбулаторные случаи. Вакцинация населения у нас продолжается, в том числе ревакцинация. Количество детских доз у нас было 50, мы их всех израсходовали. Очередной транш на подходе, заявки поданы, медицина готова. Во всем мире 12 мая отмечали Международный день медицинской сестры. Впервые идея празднования была высказана в 1953 году, в столетнюю годовщину создания первой в мире службы милосердия. Тему продолжит Саргалана Неустроева. Работа среднего медицинского персонала играет, пожалуй, самую важную роль в выздоровлении пациента. Если врач должен точно определить диагноз и назначить лечение, то остальной процесс контролируется медсестрой. Уколы, прием медикаментов и уход за больными. Без них мы никак. Основная работа, тяжесть на их плечах в хирургическом отделении. Всегда они делает назначение лекарственных препаратов, внутривенных систем, то, что врачи назначили, уход за пациентом, наблюдение. Если операционная медсестра, то вовремя подготовить свой операционный набор.
При этом именно медсестры проводят больше времени с пациентом. Люди бывают разные, а под давлением недуга неизвестно, как отреагирует больной на ту или иную ситуацию. Поэтому немаловажно найти индивидуальный подход к каждому пациенту. Это же все-таки человек попал в другую среду, послеоперационный период сложно протекает. Поэтому находим контакт с пациентом психологически, морально его, то есть как бы микроклимат улучшаем, чтобы быстрее выздоровление пациента шло. Ну вот это, наверное, самое главное. В профессию медсестры, как и врача, приходят по призванию. Ведь работа в сфере медицины порой сопряжена с рисками и стрессом, что доказали 2 года пандемии. Антонина Сметанина в сфере почти 30 лет. С любыми профессиональными трудностями свыклась, ведь для нее работа медсестрой была мечтой детства. С детства мечтала стать вот именно медсестрой. Играла вот в больничке, делала уколы куклам, игрушкам. С 94-го по окончанию Жадайского медицинского лицея, с 94-го года работаю вот в хирургии. Сразу пришла сюда и вот старшей медицинской сестрой работаю 5-й год. В настоящий момент в Якутии насчитывается более 11 тысяч среднего медперсонала во всех учреждениях здравоохранения республики, от поликлиник до станций скорой помощи. Саргалана Неустроева, Семен Семенов, Якутск. Без преувеличения, работа действительно не из легких. Медицинские сестры, девушки в белых халатах, которые чаще всего остаются в тени, тогда как от их профессионализма зависит жизнь и здоровье людей. Свой профессиональный праздник медсестры Ленска рассказали о важности и престижности своей нелегкой профессии. Елена Веденеева, старшая медицинская сестра хирургического отделения, рассказала нам, что профессия медицинской сестры действительно очень сложная, но интересная. В хирургии она работает 22 года. За это время видела всякое – и кровь, и смерть. Сначала не могла привыкнуть к боли людей. Возникало чувство жалости и страха, но с возрастом стала относиться к этому спокойнее. Свою работу женщина любит и гордится, что она медицинская сестра. Кто начинает свой профессиональный путь, вот, конечно, сложно научиться всем манипуляциям и преодолеть все сложности, но со временем опыт приходит и становится просто интересно. Сегодня Ленская ЦРБ насчитывает 260 работников среднего медицинского звена. Из них более 100 – это медицинские сестры. Руководит их дружным коллективом уже много лет Людмила Дворковая. Она их наставник и помощник. На плечи этих хрупких женщин ложится самая сложная работа. Они и главные помощники врачей на приеме в поликлинике, у операционного стола, в процедурном или физиокабинете и в стационаре. Да что там говорить, большая доля медицинских услуг оказывается именно сестринским персоналом. Вообще на плечи медицинских сестер ложится огромная доля работы по лечению, выхаживанию и ухаживанию за пациентами. Пациенты поступают крайне тяжелые, требуют особого внимания, ухода. И все это ложится, конечно, на плечи медицинских сестер. Но не только это делает профессию медсестры одной из самых важных и нужных. Выполняя назначение врача, они лечат пациентов еще и теплом своих сердец. Не случайно их раньше называли сестры милосердия. В нашей профессии случайных людей не бывает. Случайные люди долго не задерживаются, потому что это нужно уметь любить больных, слабых, капризных людей, терпеть это все. Поэтому здесь, конечно, люди по призванию. Наши медицинские сестры – это настоящие патриоты своего дела, которые всегда остаются верными своему призванию. Не унывая, несут гордое звание сестер милосердия, развиваются, идут в ногу со временем, а главное – подают лучший пример бескорыстности, терпения и сострадания к людям. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. А вот медицинские сестры Якутского республиканского онкодиспансера поборолись за звание лучшей в своей профессии и не только. На конкурсе они продемонстрировали все свои таланты. В этом году он посвящен Году матери в республике и в честь этого назван «Счастье материнства». Кристина Якупова побывала на конкурсе и расскажет все подробности. Они готовы оказать первую помощь и даже взяться за хирургические манипуляции. Все 13 конкурсанток – настоящие профессионалы своего дела. Но медсестры успешны не только в профессии. Они танцуют, поют и готовят. Настоящие хранительницы домашнего очага. У нас работает 198 медицинских сестер и лаборантов, и у нас половина из них многодетные мамы. И сегодня
Цель нашего конкурса – это повышение статуса материнства в семье и обществе и формирование творческой активности наших матерей. Конкурсантки боролись в 3 этапах. Это визитная карточка, творческий номер и кулинарное блюдо. Не побоялась продемонстрировать свои таланты Таисия Потапова. Она 3-й год работает медсестрой в онкодиспансере. В медицину пришла осознанно. Это была мечта детства. В 2019 году закончила медколледж. Ранее Таисия работала в другой сфере. Признается, что работа медсестры ей очень нравится. Профессия медсестры – это помогать людям в трудную минуту, и в семье тоже надо. В семье наличие медика никогда не будет лишним. Моя работа очень нравится. Я очень обожаю свою работу. Действительно, медицинская сестра – это не просто профессия, это призвание. Им выпала непростая миссия – постоянно находиться в готовности прийти на помощь, самоотверженно следуя своему профессиональному долгу. И успех лечения пациентов зависит в большинстве случаев именно от медицинских сестер. Всех медсестер поздравляю я с Днем медицинской сестры. И желаю им, конечно, здоровья и всего наилучшего. Все участницы справились с этапами конкурса на отлично. Ведь в таком нелегком труде очень важно иногда отвлечься от работы и проявить себя со всех сторон. И пусть не только в этот день звучат слова благодарности за помощь и за поддержку в трудные часы. Кристина Якупова, Георгий Григорьев, Якутск. Еще один конкурс, в котором в свой профессиональный праздник приняли участие медсестры, прошел в перинатальном центре Якутской республиканской клинической больницы. Назвали его конкурс чтецов, а посвятили столетию образования ЯССР и Году матери в республике. На мероприятии побывала моя коллега Светлана Амосова. 19 невероятно талантливых и креативных медсестер с волнением ждут оглашения результатов конкурса чтецов. С каждого отделения перинатального центра приняли участие по одному сотруднику. Такое мероприятие проводится для развития личностного и творческого потенциала коллектива. Медсестры очень активно участвовали в этом конкурсе чтецов, и такая активность большая. Ну, наверное, может быть, что мы 2 года в таком режиме работали, и поэтому, наверное, хотят встретиться со своими коллегами других отделений. Несмотря на занятость и нелегкую работу, медсестры показали высокий уровень подготовленности. Абсолютным победителем конкурса стала Карина Зуева, санитарка акушерского инфекционного отделения. Диплом 1-й степени, у меня просто слов нет, я не ожидала на самом деле. Я читала балладу о матери, это было военное стихотворение, на самом деле очень тяжелое, и я постаралась максимально передать эмоции именно любви матери к сыну. Также в рамках мероприятия за многолетний добросовестный труд акушеркам и медицинским сестрам вручили нагрудные знаки отличника здравоохранения Республики Саха-Якутия. Проработала 24 года, в операционной 23 года работаю. Конечно, во-первых, очень было неожиданно, конечно, очень радостно, что такая благодарность большая от здравоохранения именно за вклад. Медицинские сестры являются самой многочисленной категорией работников. Эта профессия стала важной частью системы здравоохранения во всем мире. На сегодняшний день в Якутии насчитывается более 11 тысяч сотрудников среднего медицинского персонала. Светлана Амосова, Георгий Григорьев, Якутск. Мы обязательно продолжим сразу после короткой рекламы. Оставайтесь на нашем канале. Мы продолжаем программу. В Москве сегодня состоится премьера выпускного спектакля якутской группы Щепкинского театрального училища. Уже 3 года ребята обучаются в этом легендарном вузе и теперь готовы представить свою первую большую работу и зрителям, и педагогам института. На сцене пьеса Островского «Гроза». На допремьерной репетиции побывал Максим Кардозу. Не трогай меня. Не трогай меня! Нария Шадрина в роли Катерины из пьесы Островского «Гроза». Главную героиню здесь обуревают страсти, и показать этот мятежный характер – настоящий вызов для молодой актрисы. Это произведение было написано еще 162 года назад, но до сих пор оно остается актуальным, важным и сложным. Поначалу мне было сложно ее воспринять. Не знаю, потому что у нее там внутри очень много чего происходит. И с каждым разом я находила в себе что-то новое, в этой роли именно.
Когда я с партнером играю «Любовь», то я представляю себе, это не мой однокурсник, это герой. И у меня к нему другое отношение. Не так, как однокурснику, а как персонаж к персонажу. Постановку полностью готовят сами ребята. Сценография, свет, звук – это все плод творчества студентов. Настоящее подведение итогов учебы в институте. Причем театральное образование – это не так просто. Постоянные репетиции, мастер-классы, показы выдерживают не все. 3 года и постоянной, не знаю, суеты какой-то. Просто выматывает тебя физически и эмоционально. У меня аж волосы посидели. А так, в общем, просто надо понимать, зачем ты здесь учишься и что тебе нужно. Если ты учишься без этого понимания, наверное, люди выгорают очень быстро. Уже несколько месяцев молодые щепкинцы готовят эту классическую пьесу. Причем впервые якутская группа будет представлять выпускной спектакль на русском языке. Но якутская тема все равно прозвучит. Это чувствуется вообще в их, в их существовании в самом. Это, другая русская артистка бы играла совершенно по-другому. Хотя, в принципе, все играло бы то же самое. Но выражение было бы другое. И какие-то вещи, иногда более тонкие, на каком-то таком другом уровне, они это могут проявить даже ярче, чем. Мне бы очень хотелось какие-то у Катерины, например, проявления такие, я ее даже просила, какие-то переход в какое-то другое измерение, в такое в шаманское, и мне кажется, что она это делает. Впереди премьерные показы спектакля. И это настоящий экзамен. Оценивать работу наших земляков будут и обычные зрители, и высшее руководство института. Максим Кардузу, Джур Березкин, Москва. А во Владивостоке выбрали мисс Азия Дальневосточного федерального университета. За звание главной красавицы самого крупного дальневосточного вуза страны боролись 9 девушек-студенток ДВФУ, представляющие разные регионы России, а также страны СНГ и Азиатско-Тихоокеанского региона. Финал конкурса прошел в синем зале Дальневосточного федерального университета. На мероприятии помимо выступления конкурсанток были представлены разнообразные интересные творческие номера студентов, отобранные специально для данного проекта. В течение месяца участницы проходили конкурсный отбор и промежуточные этапы соревнования. В этом году за звание главной красавицы самого крупного дальневосточного вуза страны боролись самые достойные. В этом году на конкурсе участвовали 3 девушек из Якутии, одна из которых стала первой вице-мисс. Напомним, что в прошлом году по итогам голосования жюри все 3 красавицы из Якутии стали обладателями главных призовых мест. Это было очень неожиданно, потому что я не ожидала такую поддержку от зала. Вот. От конкурса я получила массу новых знакомств, массу эмоций, потому что подготовка прошла очень насыщенно и быстро, хотя длилась месяц. Участницам предстояло рассказать о себе, блеснуть своим интеллектом, показать свое мастерство в танцах, а также уверенно и грациозно продефилировать в национальных костюмах и вечерних нарядах. Конкурс красоты – очень волнительное и тревожное событие для девушек, но каждая участница уйдет победительницей, ведь они уже преодолели страх, сомнения и благодаря конкурсу стали более увереннее в своих силах. В финале для участниц подготовили разные испытания, в которых студентки демонстрировали умение держаться на сцене, презентовать себя, выглядеть грациозно и уверенно. Жюри оценивали не только внешний вид участниц, но и их внутреннюю красоту, талант, характер, интеллект. По итогам 3-часовой шоу-программы судьи присудили победу студентке 2-го курса Милене Сороковниковой из школы экономики и менеджмента. Как только мне объявили титул, я испытала удивление, потому что каждая участница достойна этого титула, каждая участница по-своему уникальна и особенна. Если бы можно было разделить корону на 9 частей, я бы разделила
С девочками мы подружились очень хорошо, со всеми участницами был налажен контакт еще с самой первой встречи, то есть когда был кастинг, мы познакомились со всеми участницами и в дальнейшем продолжали общаться, поддерживали друг друга, это безусловно. Подготовка к шоу была упорной и непростой. Девушки учились хореографии и постановке дефиле. Над созданием имиджа участниц работали профессиональные стилисты и визажисты. А заключительным этапом конкурса и, безусловно, главным украшением стал зрелищный выход красавиц в вечерних нарядах. Лидия Гасанбалаева, Владивосток. В эти дни в фондах Третьяковской галереи в Москве проходит упаковка картин и скульптур, которые отправятся в Якутск на экспозицию. 57 знаменитых произведений искусства 19-20 веков станут частью масштабной выставки «Сокровища Третьяковской галереи» в Национальном художественном музее республики. Зрители смогут увидеть творения Айвазовского, Репина, Сурикова, Петрова-Водкина и других именитых мастеров. Это беспрецедентный случай. Такой представительный культурный десант Третьяковка в регионы еще не отправляла. Это стало подарком Якутии на столетие республики. Открытие планируется 2 июня. Главная задача организаторов сейчас – это доставить все произведения до Якутска в целости и сохранности. Мы старались, чтобы было действительно ощущение того, что они соприкоснулись с шедеврами, что это все-таки шедевры живописи, которые уже, сейчас так уже не пишут художники. Но все будущие художники и тоже самые якутские художники, они все, конечно, стараются учиться у классики. Это классика. Тем временем художники признают, что будущее в искусстве за цифровыми технологиями, но при этом призывают скинуть ментальные оковы, выйти из соцсетей и научиться любить. Такой посыл несет выставка, которая недавно открылась в Казани. Кстати, там наряду с работами именитых и модных российских мастеров можно увидеть и творение якутской художницы. Посмотреть на интересные работы в столице Татарстана отправилась и Тояра Филиппова. Современный ритм и образ жизни диктуют новые формы в искусстве. То, что представлено здесь, совсем не похоже на то, что мы обычно видим в картинных галереях. Это работы почти 2 десятков художников, при этом как совсем молодых, так и уже именитых, как, к примеру, основоположника цифрового искусства в России Константина Худякова. А из материалов не только кисти, краски и холст, в ход идут и кирпич, гайки, шурупы и даже железные цепи. Мир под натиском современных цифровых технологий кардинально меняется, и это повод задуматься о взаимоотношениях человека и технологий. И здесь, на этой выставке, все по современному принципу. Нравится, не нравится, откликается, не откликается. И, похоже, устроители этой выставки и художники как раз рассчитывали на такую реакцию зрителя. Необычные работы заставляют зрителя думать, а иногда и додумывать, что же хотел сказать автор своим творением. Вот так вот, если посмотришь, далеко не сразу все понятно, о чем вообще, что хотят передать авторы своими работами. Надо подумать, как-то пофилософствовать. Выставка собрала работы представителей самых актуальных направлений в искусстве: стрит, арт, цифровой живописи, фотографии, 3D-скульптуры, видеоарта, векторной графики. Одной из самых необычных работ, пожалуй, можно назвать инсталляцию художницы Екатерины Смирновой, на которой изображена скованная цепями женщина. По замыслу автора, эта работа символизирует ментальные цепи современного человека, в которые он сам же себя изогнал. Цепи – это страхи, нормы, правила, которые мешают нам жить и творить. Мы живем в троичной системе. Существует природа, которая нас создала, Homo sapiens – это мы с вами, и технологии. Здесь нет в этой системе никого главенствующего, и мы вынуждены друг с другом уже договариваться. Еще одна интересная работа художника Марата Наби «Коронаборцы» посвящена врачам и медсестрам. Выполнена она из 21 736 саморезов. Чтобы не акцентировать на расовой принадлежности, все лица черно-белые, а следы от масок словно турбулентные следы самолетов, разносящих коронавирус по странам. Тема работ – все, что волнует художников.
Инсталляции якутянки Веры Петровой, выполненные в смешанной технике, посвящены теме леса, севера, природы. Приятно на самом деле увидеть художника из Якутии, яркого представителя современного цифрового искусства. Интересно именно рассматривать ее работы, долго рассматривать, подходить, и это очень привлекает наши гости. Заставить задуматься, вызвать эмоции – таково главное предназначение любого искусства. Оно также может помочь разобраться в ситуации и даже дать ответы на вопросы при принятии какого-либо решения. Но очевидно одно – работы художников не оставят равнодушным никого. В этом уверены организаторы выставки. Туяра Филиппова, Казань. Что ж, именно такой была эта неделя. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Для вас в студии работал Иван Лазаренко. Я с вами прощаюсь и берегите себя.